Это один из универсальных бутиков в торговом центре, где в ассортименте имеется множество разных товаров, начиная от наручных часов, заканчивая игрушками. Элида Замирбекова работает в этой сфере уже 5 лет. Она, как и все добросовестные предприниматели, платит патент каждый месяц. Теперь она планирует переход на новую упрощенную систему налогообложения. Данный режим освобождает розничную торговлю от налогов на 1 год. И я недавно, где-то в неделю назад, слышала про эту систему. Мы все документы уже собрали, уже готовы переехать в эту систему, потому что нам очень выгодно, во-первых. Во-вторых, очень удобно. Таких предпринимателей, как Элида Замирбекова, в стране насчитывается немало. Те, кто работают на патентной основе в торговых центрах, на рынках, смогут перейти на упрощенную систему налогообложения. Для этого необходимо выполнить следующие действия. Чтобы работать по упрощенной системе налогообложения, предприниматель должен подать заявление в налоговый орган по месту регистрации. Обязательно должен применять контрольно-кассовые машины, соответствующие новым техническим требованиям, утвержденным 24 июня 2020 года. Должен быть плательщиком НДС или годовой объем доходов не должен превышать 8 миллионов сомов. Она предусматривает первый год 0% ставка, второй год 1%. Третий год 2%, и с 4-го года 3%. При этом налогоплательщики, если расчеты ведут в безналичном расчете, то сумма налога сокращается 50%. В настоящее время все предприниматели, несмотря на товарооборот, платят единую сумму патента каждый месяц. С переходом на новую систему бизнесмены будут платить налог только с проданного объема товара. Такие нововведения направлены на поддержку малого бизнеса и уничтожению теневой экономики. А если даже ты открыл, например, банковский счет или принимаешь безналичным способом, то это 0,5% в последующие года. Это очень удобная система для выведения с тени мелких, ну скажем, малого бизнеса. Да? Еще один плюс этого режима – то, что не нужно сдавать отчеты по этому режиму, потому что вы каждый раз, получая деньги как предприниматель, вы сразу информируете об этом налоговую, и у налоговой, в принципе, уже сведения за месяц уже появляются. Отметим, что упрощенная система налогообложения не применяется к субъектам, оказывающим финансовые и страховые услуги, а также в сфере общественного питания, курортно-оздоровительной отрасли и застройщикам жилья. Мирима Саналиева, Бигзат Машрапов, ЛТР Бишкек.